Есть идея тут одна, пока не с неба бомбы. Ради дружбы и любви пора нам в катакомбы. Поколе по живым не бьют, больно бьют почивших, бьют поэтов и солдат, nacizmu победивших. Jā, interesants notikums šodien. Kaspars Dimiters sasauca savus draugus, lai prezentētu savu jauno grāmatu. Saucās viņa Katignica. Dīvaini ir tas, ka Kaspars sen jau nesniedz nekādas intervijas. Es viņu par to cienu un saprotu. Ja nē, tad nē. Līdz ar to es arī neceru, ka man šodien sanāks baigās saruna. Lai tas notiktu, man pie viņa jāizbrauc vienkārši bez kameras ciemos. Kādreiz es to noteikti izdarīšu. Bet šodien es varbūt uzfilmēšu šo te notikumu, šo te grāmatu, kur varēs gan jau daudz iegādāties. Un varbūt lielāko daļu no šī te video ielikšu tādā slēgtā kanālā, jo mūsdienās dīvaini nostīties uz to, ka, ja kāds runā krieviski, tad tas jau skaitās kaut kādīgi neforši un nepareizi. Kaut gan man vecās paudzes pārstāvjiem tas neliekas dīvaini. Ja, piemēram, mana vecmāmiņa mājās runāja krieviski. Mana mamma, kas arī bija Latvijas operetes teātra soliste, arī dziedāja krievu trupā. Tas likās normāli, tieši tāpatās kā Vija Artmane. Kaspara mamma arī bija Padomju Savienībā ļoti pazīstama, mīļa un visiem cienījama mākslinieca. Tā arī mani vecāki bija tieši tādi paši, un es neredzu kaut iemeslu kaunēties par to, kas ir bijis. Ja nekas jau slikts nav bijis. Slikti ir šie laiki, kur neskapēc kaut ko lauž, mēģina no mums kaut ko te izspiest nesakarīgu. Tie, kas tam piekrīt, tie paši vainīgi, bet tie, kas tā nedomā, pulsējās šeit vai citās vietās. Народ мой латышский, мой русский, воскресни, пусть бомбы стихи и наши песни. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Kristus ir augšām cēlies! Patiešām augšām cēlies! Творческий отчет. Все время надо отчитаться кому-то, да? В разных инстанциях. Благодаря вашей, друзья, поддержке, вот такой огромной, с 8 июля 2022 года я издал 6 русских альбомов. 8 июля 2022 года я проснулся, и в душе у меня вот сложились такие строчки, которых вы только что слышали. Это первая песня, которая прилетела просто. Я не собирался петь на русском. Перед этим я был немножко в больнице, потом месяц восстанавливался, и каждый день я писал стихотворение так просто, как дневник на латышском языке, спокойно, и даже не думал, что вот такое будет, проснулся и с русской душой вдруг, да? Так. Сегодня, 11 июня, мы открываем мою книгу «Капельница». Это стихи 100 песен. Там все тексты тех песен, которые в 6 альбомах, и пару текстов, которые из песни, которые пока до альбома еще не дошли. Все альбомы и книги открывал тут, на Покровском кладбище, где чудесным образом, как подарок и как знак благодарности моей матери, актрисе Елизавете Артмане, за ее творческое наследие, белорусский предприниматель Андрей Павлович, тут его имя и фамилия, как увековечено тоже, в 2010 году поставил надгробный памятник «Сцена вечности».
Почему чудесным образом? Ну да потому, что эта сцена оказалась единственной сценой в Латвии, моей отчизне, где мне дозволено представлять свои русские альбомы и книги. Ригу строили разные империи, но всех не назову, но старую Ригу, например, строили немцы. Новую Ригу Российская империя строила. Был промежуток тоже буржуазной Латвии, тоже строили. Маленькая наша империя. Потом Советский Союз. Сцен в Риге в Латвии много, но вот сцена вечности такая лишь одна. Уникальный случай в истории моего народа, когда творящему ради дружбы, мира и любви, ну и согласия, и сострадания и так далее, выступать приходится не в дворцах культуры, клубах, но в кладбище. Тоже так интересно. Тут все свои. Большие сцены, арены, дворцы в сегодняшней Латвии открыты только для тех, кто поддерживает снос памятников, победившим нацизм и прекратившим Холокост евреев. В Латвии, кстати, от 70 до 90 тысяч евреев загубили. Кто за лингвицид, постоянно находя веские обоснования, веские в кавычках, конечно, для шельмования и запрета русского языка и культуры. Кто хотел бы стереть из нашей памяти те времена, когда жили и творили талантливые деятели литературы и искусства моего народа. Ojārs Vācietis, Simons Ziedonis, Māris Čaklais, Klaus Elsbergs, Visma Belševics, Ārija Elksne, Regīna Ezera, Elza Radziņa, Kārlis Sebris, Harijs Liepiņš, Edvards Smiļģis, Vija Artman, Džemas Kulme, Rudolfs Pinnes, Jānis Pauļuks, Raimonds Pauls, jā, arī, un Imants Kalniņš, un arī šodien klātesošā Edgars Zvejas, tētis dziedātājs Edgars Zveja. Они десятки, может, ну, конечно, и сотни других творцов латышской культуры. Они творили свое искусство в советской Латвии, но народ считал их своими народными писателями, художниками, короче, великими для Латвии личностями. Творили они, чтобы сохранить творческое духовное ядро моего латышского народа, который за эти 35 лет, ну, мне издалека или свысока, с птичьего полета наблюдая, это, ну, я чувствую, что менталитет моего народа ну, утрачен на 95%. Творили они, чтобы, да, а это возможно только сохранить этот код, народный код, стержень, только если сопротивляться злу добром, ненависти любовью, разжиганию вражды миролюбием. Такое отношение укоренилось в нас столь глубоко, что даже в последние 35 лет между латышами и русскими не было злой, активной агрессии. Ее нет даже и сейчас, когда грязня культивируется в каждом латвийском портале новостей. Человечность до сих пор торжествует. Русь — это не просто Российская Федерация или бывший СССР или Российская империя. Русь — это 200 народов, связующим звеном, которым является русский язык, русская культура, русская история. Я родился в 1957 году, 1 мая, в День солидарности. Моим родным языком, естественно, стал не только латышский, но и русский, хотя у меня по-русскому были только двойки. Да, и русский я по состоянию души, вот с 8 июля 22 года. Эти перемены я реально почувствовал в себе, потому что я не был таким, ну, как бы открытым на все стороны, где люди страдают. Я все-таки с самого начала я даже тянул к радикальному патриотизму даже. Могу открыть вам тайну, которая не тайна, потому что эта песня доступна в моем профиле в YouTube тоже.
есть такая песня «Вису Латвию доду». Кстати, эту песню я написал как гимн сейчас самым радикальным националистам. «Вису Латвiju» bija tāda kustība, kas pievienojās pēc tam Национальной apvienībai. Так что если они что-то против меня имеют, гимн у них мой. Так. Да, потому что мне обещали, ну и конкретно Иманс Парадниeks, я ему помогал перед выборной кампанией. Я говорю, я буду помогать тебе, обещать, что вы будете строить мост между Западом и Востоком. Да, мост будет капитальный, мост будет. Ну вот так они сейчас строят мост. Не видно только пока. Этому всему, что я тут говорю, и немножко уже лишнего, свидетельствует эта книга «Капельница». Мне жена часто запрещает говорить, просто я сам это сознаю, потому что говорить меня тянет к болтовне, и из-за этого я выбрал, что я буду только петь и отвечать стихами. Но вот, как видите, не получается. В книге 100 стихотворений из всех этих 6 альбомов и чуть плюс 3-4 новые. Я за сострадание, за дружбу, за мир, любовь между всеми народами земли. Мой род людей не нация для гнева. У дьявола все вправо или влево. Господь взял за душу меня, вливает вечность. Я человек, мой спутник — человечность. На языке каком во сне ты дышишь, и соловья не на английском слышишь. Мы в тишине любви, все свиты вместе. В кармане Пушкина найдут мне при аресте. Сегодня мы тут, на Покровском кладбище, на этой сцене вечности, на единственной сцене для моих русских песен, мы встречаемся уже 8-й раз. Уверен, что тоже чудесным образом, потому что так много вас тут не было за этих 8 раз никогда. И не удивляйтесь, что я не пою вам эти стихи, а читаю, потому что когда я записываю очередную песню, я ее забываю после 3-4 дней. Я никогда ее не повторно не играю, потому что я нигде не выступаю. Я просто живу дальше, и если приходит вдохновение, то и пишу новые песни. Я тоже солдат. Мать от пожара спасла ребенка, получив ожоги. Лежит от радости, плачет, забинтованные руки и ноги. Не мать она, но солдат. И львица, изнемогая, бьется до последнего вздоха. Вся в ранах за детей дерется, поднимая злой рево-грохот. Не львица она, но солдат. В омут паренек прыгнул мигом и спас чужую девчонку. Как змей схватил его омут, и смерть победила гонку. Не паренек он был, но солдат. Пташка до смерти бьется, птенцов своих защищает. По-другому она не может, может, сама и не знает. Не птица она, но солдат. Монах, одинокий в болотах, себе одному бьет набат. Непрестанно молит за душ, бьет поклоны запавших 100 крат. Не монах он тоже солдат. Война — это хирургия, и литургия, и вечная память. Война — это не нагнутая выя, но ожившие в крови знамя, ожившие в крови знамя. И я не певец, я тоже солдат. В этой войне я твой брат, если как ты, я солдат. Эта песня я написал очень-очень давно, по-моему, сравнительно очень давно. Одна из самых первых моих русских песен, но я никогда не думал после этой песни, что я буду еще писать. «Война за детские души». Борьба — это когда нет воды, но ты продолжаешь пить. Борьба — это когда нет жизни, но ты продолжаешь жить. Борьба — это когда нет хлеба, но в глазах еще осталась соль.
Борьба – это последняя радость, побеждающая боль. Борьба – это когда нет уже света, но ты все видишь и целишь взор. Враги, когда целятся в спину, но ты попадаешь в упор. Борьба – это когда тебя ненавидят, но ты продолжаешь любить. Когда кончились силы, но ты продолжаешь бить. Борьба – это когда дух твой ломают, но в бою невредим ты и цел. Когда ты уже в коме, но не опускаешь прицел. Борьба – это когда тебя уже сбили, но ты встаешь и дерешься как псих. Когда теряешь память, но никогда не забываешь своих. Борьба – это когда даже мертвый ты поднимаешь свой меч. Борьба – это вставать всегда первым и всегда последним лечь. Всем воинам время сблизить плечи. Кресты горят, как мечи или свечи. Эй, мужик из моря и суши, идет война за детские души. Уродует дьявол народ, идет война, война за род. Всем воинам время сблизить плечи. Кресты горят, как мечи или свечи. Ей, мужик из моря, мужики из моря и суши, идет война за детские души. Уродует дьявол народ, идет война, война за род. Вечный сфинкс против ТикТока. Зонтик в дырках и под градом, все народы стали стадом. Кайф у всех, что все улитки, и за тех, кто тянет нитки, и бомжихи, и принцессы, дуры, куклы этой пьесы. Все майданы, гей-парады, кукловодам маскарады. Мало башен без опилок, свой своих убьет в затылок. Цифра мысли, тихий хрящик, путь в капкан укажет ящик. Чудо жижей всех холопов превратили в остолопов. В танцах смерти крепко свиты, нацики и содомиты. Все себе вдали от Бога, смерть над жизнью перемога. Тело Бог, Бог, идол спорта, но в могиле нет комфорта. Без Христа сгорит Европа, за Христа алтарь в окопах. Смерти стало вдруг свободней, парадокс любви Господней. Скифы мы, звучит пусть грубо, но не дети мы Ютуба. В Барнауле, в Риге, в Штатах мерим дружбу не в каратах. Тьмы и тьмы лучей с востока, вечный сфинкс против ТикТока. Смертный бой кипит вулканом, с сердцем воевать не чаном. На одно лицо актеры, те же тромбы и запоры, телевесов в масках орды, гнут лицо под маской морды. Все питомцы мы Ютуба, жертвы цифрового клуба. Но актриса, моя мама, обошлась без Инстаграма. 260 миллионов, без Wi-Fi и без дронов. Творчество лишь покоряло. Мама без YouTube-канала. В этой жизни, что мурыжить, никому из нас не выжить. Жизнь война, не рай для мира. Блок-поэт, калаш нам лира. И снова нужна нам победа. Над землею гранит, под землею кости, с белыми розами живой пришел в гости. Серп и молот на камне, я встаю на колени, в румбульских соснах холокосты тени. Тут лишь молчать, петь неуместно, тут косточка к косточке природнилась тесно. Земли тьма мне шепчет шепотом белым. Шли на заклание шагом мрачным, но смелым. Шли наши дети, бабушки, жены, ложились слоями, как краски иконы. Живые убитых собой накрывали, изувери стреляли, души в рай улетали. 70 тысяч заклали евреев на латвийской земле, ни убийц, ни злодеев. Лишь в 45-м геноцид прекратили.
Красные воины, когда победили. Мать Латвия плачет, соль слез в заливе. Палачи стали прахом, но их тени ожили. Есть люди и нелюди, два только вида. Сегодня на русских звезда Давида. Уничтожили победе над нацизмом стелу. Потомки изуверов, мурашки по телу. Тем дали знак в один строй, что стали со всеми евреев, кто убивали. Совесть, проснись от медийного бреда. Снова нужна нам над нацизмом победа. Над землею гранит, под землею кости, с белыми розами живой пришел в гости. Серпим молот на камне, я встаю на колени. В ромбульских соснах Холокоста тени. Тут лишь молчать, петь неуместно. Тут косточка к косточке природнилась тесно. Совесть, проснись от медийного бреда. Снова нужна нам над нацизмом победа. Тьма земли мне шепчет шепотом белым. Шли на заклание шагом мрачным, но смелым. Шли наши дети, бабушки, жены, ложились слоями, как краски иконы. Prasīt Kasparam, lai viņš tagad man runā kamerā, ir lieki, bet es domāju, ka viņam viss ir grāmatā rakstīts, viss ir dziesmās un viss ir attiecībās ar cilvēkiem. Redz, man trāpījās latvieši. Ratums. Bet es teicu, ka nekas. Zin kā, tagad tā video fiksācija ir modē. Visi pieliek, policisti pieliek, un es arī, saprotu, izmantoju gadījumu. Cilvēki gaida, ka mēs tevīm ierakstīsim šeit reģistrātors. Reģistrātors. Bet ja tu man teiksi intervijas, uzreiz es tev lasu uzreiz šito. Es zinu. Vienkārši tu man izdari to, ko tev kā pienākās šeit jāizdara. Mēs gan jau saņemsimies kādreiz ierakstīsim, kad sastāsies. Tik daudz formulējumu ir, bet labāk viņas īsi un ar atskaņām. Īstenībā es no tevis gribēju izspiest vienu teikumu. Spied. Mēs abi esam diezgan zināmu aktieru bērni. Mūsu vecāki... Diezgan savā starpā pazīstam. Jā, mūsu vecāki arī draudzējas. Просто, без идата. Šobrīd mūsu vecāki jau ir kapos, mēs tiekamies neskapēc kapos. Bet kāpēc mēs to darām? Un ko mēs īstenībā ar to vēlamies visiem pateikt? И в этой, пожалуйста, для школы. Kā, nevar. Nekas, visi Просто kārtībā. автограф тоже, да? Да, я думаю, кому придется подарить хорошему человеку. Citāts no tavas dziesmas un dzejas, kad ir cilvēki un necilvēki, un šis laiks laikam ir tas, kad mums ir jānoturās par cilvēkiem. Es domāju, elementāras lietas esam izdzēsuši pilnīgi. Mēs esam, agrāk mēs bijām vienkārši normāli veči, normāli cilvēki. Saķērāmies, kādreiz saplēsāmies, atceros agrāk uz ballītēm gājām jaunībā. Bija normāli. Es dzīvoju Murjāņos, iesim uz Vangažiem, šodien Krievas sisti. Aizgāja izkāvamies, tam dzērām aliņu kopā. Krievi nāca mūsu sistas bolševiku klubu Murjāņos. Bet nekas tāds nebija. Uz ielas arī es biju savu laiku. Kaut kad jaunībā tur arī bija zināmas domstarpības. Bet tāpat bariņā bija arī Krievu džeki bija.
tādu. Nē, es domāju, mēs esam vienkārši elementāri cilvēki pazaudējuši. Un arī tas, ka šobrīd tā politika, ne tā, kas kaut kā caurauj visu struktūru sistēmu, bet tā politika, kas ir virsrakstos, viņš šobrīd tā kā mūs sadala kaut kādas reliģijas. Mēs tagad tādi sektanti, viena sekta, kas Krievs nīst, viena sekta, kas Krievs drausmīgi mīl, arī varbūt tad pārspīlēt kaut kā. Nē, tas ir jābūt kaut kādam balansam. Ja, piemēram, šeit būtu tāds brīdis, ka kaut kādas, es nezinu, čigānus tagad, piemēram, es dziedātu čigānu valodu. Mācītos par mokām, mācītos čigānu valodu. Jā, kā man viens sekotājs uzrakstīja pēc manas kaut kādas publikācijas, jā, bija normāls džeks, bet skrūvīti pazaudēja. Man gribās teikt, ka viņš ir pazaudējis skrūvīti, mēs to skrūvīti drīzāk neesam pazaudējuši. Bet vajag taču aptvērt, kur mēs dzīvojam, cik mēs esam palikuši. Mēs dzīvojam uz robežas ar mega kaimiņu, kurš ir 150 reizes lielāks par mums, un kuram ir 600 kodolvalmis. Ko mēs gribam? 3 Baltijas bedres ar Baltijas jūras ūdeni? Negribam, ja? Ja pēdējos kaut kādus džekus aizsūtīt, vairoties spējīgos latviešus aizsūtīt, nolikt galvas vai karot, vienalga, ko nolikt tur, kur tāds zelandrāts sapīts, ja? Kur kaut kāda tāda betona tie klustīši salikt tur. Tas taču ir absurds vispār. Tur nekādas vispār mums banāli nacionālās intereses vai kaut kas taču nav. Mēs esam tik mazi tauta, ka mums būtu jābūt, pirmais būtu, kas pieminēja tur tajā savā tajā pateicienā, kas rakstīja parādniekiem, visu Latviju himnu, tad es teicu, būvēsim tiltu starp rietumiem, būsim neitrāli. Mēs esam tik maziņi, ka mēs varam būt neatkarīgi tikai tad, ka mēs esam neitrāli. Nesanāk, kaut kā mums tā viss norientē. Un visa kultūra, tavs fāters, mana mamma. Taču parāda man tautas dzējnieku šodien vienu. Parāda vienu tautas aktieru, kaut kādu. Vienu tautas režisoru parāda man. Interesanti tas, ka vienīgais cilvēks, kas man visā šajā laikā ir piezvanījis, reaģējis, izņemot, ar vispār arī negatīvu komentāru faktiski nav. Klusēs. Bet kas man reāli vienkārši saņēmies un piezvanījis. Vienīgais cilvēks, kurus ļoti labi pazinu un komunicēju, kad es biju pavisam jauns. Man bija kaut kāds 17 gadi, es tikko sāku kā jaunais literāts. Man Viks bija ļoti liels draugs, Kalniņš Viktors. Man piezvanīja Imants, ka Imka vienkārši piezvanīja par vienu tādu, man tur tādu bāzienu kaut kādu tur latviešu valodā. Pēkšņi Imants Kalniņš tur piezvanīja un pasaka, kādi viņam pa kādi sauc? Kādi? Viks, jā, Vika. Viktors Kalniņš, ja? Imka, Imants Kalniņš, kādi, Kaspars Dimte. Viņi man pa kādi jau sen sauc. Es saku, kādi, paldies un tā, kādu laiku pienākuši. Tādi ir, ko. Es tāds arī tomēr diezgan huligāniski raksturu. Es arī. Jā, un kas jādara vienkārši kaut kā to, viņu vajag kaut kā transformēt, tev nevajag pārstāt būt huligānam. Tev vienkārši viņu vajag kaut kādam tādam gaišākam mērķim izmantot. Ko, tu gribi lēsties ar Krieviem? Es negribu, ka būs vēl izdevīga situācija kaut kāda pēkšņi, ka 360,000 Krievi pagriezīsies tā drusku ar citām acīm paskatīsies mūsu virzienā. Un ar citiem kaut rokās ne somiņas, varbūt ne gadžetu vien, ja? Tu gribi? Tādu? Es negribu. Un es viņus 35 gadus esmu pazītis, es esmu vēl dziļāk viņos ienirsts. Es esmu Krievu pareizcīgo baznīcā, kurš tad ir dievkalpojumi nenotiek Krievu valodā. Tā ir baznīcas slāvu valoda, kas ir pilnīgi neatkarīga, brīva, dziļa, skaista valoda. Pārāk sekli džeki liek art mums, tie, kas tur to visu organizē. Viņi nezina, ko viņi dara vispār paši. Tas ir baigi vienkārši. Mēs varam laikām darīt to, ko mums sirds saka priekšā. Es domāju, mēs katrs atbildēsim par savu, vai mēs esam rīkojušies pēc sirds. Jā. Vai tev bija baila, vai tev nebija baila, tas ir cits jautājums. Bet tu rīkojies pēc sirds. Jā, baila bija, nav tavu darīšana. Bija baila vai nebija man baila. Man jau arī sieva tik nemazāk dūla, bet viņa nebija huligāns sākumā, viņa bija oficiāli. Bet viņa tur ļoti daudz sastapa dažādas cilvēkus. Viņa mīl visus cilvēkus. Man neizdodas vienmēr tā, bet viņai izdodas. Viņa
viņi tā man arī kādreiz palabo, pamāca. Nu tā. Nu, mīlēsim cilvēkus, Nu, es mīlēsim domāju, ka- dzīvi. Saticība, saticība, ticība pamatā atkal, jā, ticība tā. Uzticēties tas cits jautājums, bet, pa sekām bišķi padomāt vajag, tie te visi salieks iekšā kaut kādās laineros un nezinu, varbūt ar droniem vadāmās laivās bez kapteiņiem. Es gribēju pateikt, ka šajā laikā cilvēkiem ir vajadzīgs tikai, lai mākslinieks radītu, lai tas, ko viņš radītu, lai tas būtu godīgi. Un man Kaspar dziesmas patīk tāpēc, ka viņš ir godīgs. Nevienu tukša vārdu nav. Ne, lai nav tā, ka tu, tas džeks no tās nišas. Tagad pasties vispār, ko runā, mūsu tā saucamā inteliģence vienā līmenī. Visi vienu un to pašu. Es nesteigšu uzvārdot. Copy-paste. Pilnīgi visi vienu un to pašu. Politiķi vienu un to pašu. Bet viņiem nav radošuma, viņiem nevar neko izdomāt. Bet kaut kur viņi ir tā nostartējuši pret savu sirdsapziņu, ka tas ir vienkārši kaut kas pārdedzis. Skaties uz to ģeniālo cilvēku, kurš vēl pirms kaut kādu laiku tev, teikšu, pat draugs bija. Es pat albumu esmu veltījis vienu viņam. Šodien tādu parašu goņu vispār tur, Ko es varu ietekmēt kaut ko? Es varu ietekmēt lielos procesus. Mēs aiziesim pie krusta. Es varu darīt vienīgi to, ko sirds man liek. Aiziem pie krusta. Aiziem pie krusta. Tu izdarīji savu misiju. Super, paldies. Идем от праха к праху, объявим бой, трусливости и страху. Не бойся, брат, идем от праха. Es tagad štukoju, kur Kaspars man varētu parakstīties. Трусливости и страху. Жить и не быть, с такой строй станем песней. И бой последний. Es arī nāku te pie krusta. Чудесней. O, Жить и не быть. Latvijas. Mēs krustu redzam. Станем песней. Cik lāmīgs ir tādā maza kameriņa. Mazāk pat kā Viss tie ir gadžeti. augšām ceļā. Patiesi augšām celēt. Ой, смело Tā. Tā ir īstā vieta, kur cilvēkiem rast mieru. Vai skaidrību. Mistiski, ka taču sanāk. Kāpēc skatuvi? Kāpēc? It kā simbols tur mammai. Мы все на Vai es поле varēju domāties, ka боя. vienīgā vieta, kur arī 6-7 gadu vecumā mums dzirdāt. Выбить нас из строя. Jā, tas man arī viss liekas dīvaini, bet tādi laiki, ka viņi Bet jāpārdzīvo. ir interesanti. Kas Jā, jā. Žīt viņa niķi, kā es te pateicu muguris te dziedi. Labi, Kaspar, super. Paldies jums. Jā. Es apsolu, es pie jums atbraukšu. Brauc. Un tad mēs mierīgi noliksim lielo kameru un parunāsim par dzīvi. Nav teikts. Lielo kameru Nav teikt, bet noliksim es- varbūt iz šķūnī. Vienkārši parunāsim par dzīvi. Īstenībā parunāsim par dzīvi. Labi, sveiciens tev no visiem maniem draugiem, no taviem Tev vēl ir draugiem. draugi, ja? Man ir vēl draugi. Man arī. Jā, šodien arī uzrakstīju, ka es tevim piekos. Man veseli kāds uzreiz būs baigi labā intervijas, te Tā nebūs. ir man draudzene arī. Bet 45 gadus. Jā. Jūsu sveiciens tiek nodots Kasparam. Paldies. Un tajā pusē visi. Jā. Как жизнь дана, чтоб Varē. жить и Un умереть. vēl paskiet, ka es neesmu provokators, ha? Mierīgi, mierīgi. Mēs vien brīdi, kā bija ģīmeni priekšā. Жизнь дана, чтоб Ai, pilnīgi rokas sāk trīcēt. Bet man vajadzēja Kasparu mazliet parunāt, jo es saprotu, ka viņš negrib sniegt intervijas, viņš labāk raksta mūziku un raksta. Viņš pareizi dara, bet mana profesija to nepieļauj. Ja es pasaku, ka es viņu tikšos, tad visi cilvēki gaida interviju. Bija intervija, īsa, bet bija. Jūs redzējāt Kasparu dzīvi, Kasparu šeit pie mammas, ar sievu, ar cilvēkiem, ar dzēju, ar mūziku, ar visu to, ko mēs ikdienā bieži it kā zaudējam. Bet tas nav tā. Mēs visi nezaudējam. Ir daļa, kas zaudē, ir daļa, kas, kā es saku, krīt melnajā bedrē. Bet ir viena daļa, kas klusējot skatās, un ir neliela daļa, kas runā patiesību, runā to, ko nevar noslēpt sevī. Īstenībā runā to, kas ir normāli, kas ir cilvēcīgi.
Nu tā apmēram man sanāca.